Рассвет, ребята. Вон там вдали рассветает, а тут тьма. Собак отпустил. Мы собираемся на первую избу. Сейчас поедем. Последние вещи я собачьи. Дверь закрыл, все закрыл. Машина уже греется. Там еще с западной стороны, с северной стороны вообще тьма. Нахуй иди. Сейчас загрузим все вещи и поедем. Уже УАЗик у меня, можно сказать, готов к бою. Фла, пошли, фла. Давай, фла. Сейчас. Фла, айда. Все. Давай. Молодец. Фла, давай. Все, уже сели, ребята, все. Собаки на месте. Опа. Вон они. Сейчас нормально сядут, устроятся и поедем. Самое главное, собак приучил. И они, туда еще с опаской садится. Айда уже все. Айда уже привыкла. Много уже снега выпало. По первой, второй скорости. Машина едет нормально. Много следов чьих-то. Это, наверное, лисы, где-то, может, волки пробегают. Сейчас зима, сейчас волки у нас тоже могут быть. Летом их не встречаем, а в зимний период они тоже к нам приходят. Вот так. Расцветает потихоньку, и мы едем. Собаки тут, не видно их. Только Айда сидит, Тулан лежит спокойно. Он тоже дорогу переносит тяжело. Штормит его вообще. Красиво, все красиво. И сегодня утро такое морозное, безветренное. Едем на первую избу. Опа. Все. Вышли тоже. Луна светит. А воздух, ребят, какой. Остановился, такая курилка тут стоит. И тут перекресток, вон туда летняя дорога идет. Все лето там ездим, ходим. И тут зимник. Вот вездеход сейчас поднимался, и всю зиму дорога здесь будет, по зимнику. А тут все заметет, тут больше никто не будет ездить. И вот сейчас я тоже думаю, как мне быть, по какой дороге ехать. В принципе, но тут вот горку спустишься, и там сыро, можно провалиться. Или же можно тут проехать. Я летом говорю. Прошлый раз здесь тоже проезжал, в принципе. Давай попробуем, наверное, там. Все надо попробовать разок. Потому что тут дорога дольше. Но и обычно, как говорят, умный гору обойдет. Вот тоже вот 2 раза здесь они проезжали на вездеходе. Давайте попробуем. Если вездеход провалился, значит и мы провалимся. И поглядим. А там, конечно, сейчас снег выпал очень глубокий уже. А тут все таки недавно они проезжали. Давайте попробуем, тут проедем. Так, ну все. Попробуем, что получится. С пробуксовкой даже трогается. Самое главное, что если был бы оператор, конечно, намного удобнее снимать. Ну, собаки у меня за мной бегут. Блин. Вроде какой-то Нива или что-то проезжало тоже вроде. Потому что у вездехода колея-то широкая. Ну, скажу, тут, конечно, так, и вездеход, и этот еще проезжал. Каракат. Короче, едем тут. Посмотрим. Тут, конечно, сыро будет, но посмотрим.
Так, обе собаки бегут. Вон видим. Фу. Там чуть не провалился. Блин. Если скинул газ, все, беда. На обратном пути не знаю, как быть. Здесь проехать или... Но там что-то не так. Хорошее место. Там, блин, топкое. Ну, пока повезло. Все, поедем. Ну, там еще будет, конечно, геморройно. Все, айда. Ладно, давай, айда, давай. Все, ладно, айда. Давай. Все. Молодец. Айда. Давай, все. Вот так. Вот. Тулан первый же. Ему, видно, лень бежать. Ох, лень тебе, да? Первый зашел в машину, запрыгнул. Ну пусть сидят как и не. У нас пока время вагон, только начало расцветать. Остановился, как и в прошлый раз, на том же месте, возле речки. Посмотрим, как выглядит сейчас то же самое место. Некоторое время спустя я, наверное, 10 дней уже дома. Тут открыто все было, прошлый поход. Ущаннед. Высоко, блин. Все замерзло, и вода на лед поднимается. Видно, вода падает, лед ломается, и вода поднимается на лед. Вот такие потом получаются места. Если на лыжах сейчас перейти и лыжи промочить там. У меня в планах сегодня на рыбалку мы едем. Основная рыбалка будет, если получится, и проверить капканы. Вот такие планы на сегодня у меня. Ну, пешком еще можно пройти. Думаю, километров 15-18 запросто. В тайге не так глубоко. Может, на вырубках еще как-то тяжелее, труднее будет ходить на, как сказать, по тайге. Основной снег на деревьях висит там. Все заснежено сейчас, красиво. Очень здорово сейчас в тайге. И сегодня с погодой, конечно, нам тоже повезло. Вчера еще хорошая была, лучше даже. Вчера было теплее, ну, ветрено, правда, но теплее. Он как раз светает, и вершинки там. Ну, на такой видеокамеру, конечно, не передать эту красоту. Ну, если это зеркальный фотоаппарат, который вот красиво делает фотографии. Ну, что получается, как получается. Такое дело, ребят. Ну, у нас уже, не знаю, 2,5 километра, наверное, осталось до избы. Если по речке там несколько поворотов, 3 поворота, наверное. Даже 2 километров напрямик нет. Ну, 2 километра, грубо говоря. Очень много переходов у белок. Белки еще есть, значит, и куница должна быть. Проверим капкан, посмотрим. Особо, конечно, снимать тоже не буду. Проверка капканов и то все. Но этим я занимаюсь. Буду заниматься в этом году. Дополнительно еще капкан поставлю сегодня. Вот так. В прошлый раз собак не брал. Пусть побегают сегодня. Туланчик, кобылек. Сколько негативных комментариев в адрес собак я уже начитал. Да, конечно, пишут. Может, и правду пишут, что
возле ног там, ну, у Айды небольшой круг. Она от меня, ну, буквально с километра может отойти, а больше нет. В основном где-то вот видимости, зоне видимости она бродит и все. А Тулан еще непонятно, он молодой. Сейчас посмотрим в будущем году, как себя покажет. Это мы еще увидим. Будет охота, будет Новый год, новый сезон охоты. Это все впереди. Так что пишите, не пишите. А я менять ничего не буду в своих видеосъемках. Как есть, так и показываю, да. Вот. Ну, сейчас уже время как бы косачам выходить. Чуть-чуть рано, я еще полчаса, но минут 20, и уже они, в принципе, уже выходят. Раньше тут сотни штук выходили. Очень хорошая кормовая база тут, но в этом году пока нигде косачей не видят. Многие охотники ходят. На вездеходах сейчас они поднимались 100 километров от села. Ходили и косачей только вообще несколько штук видели. Несколько глухарей, несколько штук косачей. Олени, говорят, бегают. Олени бегают, за ними волки. Так что кругом зверье. Летом медведи, зимой волки. Хорошо. Там я чуть-чуть пробуксовал и немножко потемнул. Одет, конечно, тоже тепло. Все, поедем сейчас на избу, затопим печку. Может, сразу в тайгу выйду. Аппетит нагоняем. Посмотрим. Это последний поход на УАЗике в этом году. Дальше уже на Буране буду ходить, ездить. Потому что, в принципе, как будто не так глубоко снег, но все равно он едет пробуксовкой как-то. Хотя передний привод включен тоже, но все равно. Вон они. Такие дела. Все, Целан, Дона, а? Хайда, туда, пошли. Сейчас тут не знаю. Сейчас надо, чтобы они сели, потому что тут все. Молодец, молодец. Вот так, Тулан раньше садиться начал. А она тут хорошая дорога, из-за этого возьму. Потому что буду гнать быстрее. Буду быстрее ехать. А это там, у них ковер тут. Да. Удобство, все удобства для своих собак я делаю. Вот все. План лег. Опа. Вот так. Ну что, ребят, поехали дальше. Я уже не стараюсь как-то длинные фильмы делать, но получается так. Несколько серий это каждый поход по-другому. Ну никак не получается. Ругайте, не ругайте. Так, все, мы на месте, ребята. Никто не приходил, следов никаких нету. Только наш след вот приехали. Намело здесь даже в сравнении с тайгой, вот где мы останавливались, на лугах на сантиметров 8, наверное, больше снега, это 100%. Вот так. Что за ракырка? Ну, на крыше еще мало. Это 15 сантиметров, а выпадет где-то до метра. Вот, видно, что 15. Первое
После остановки это всегда тянет меня к речке. Ну, без него никак. Речка, конечно, это... Ничего. Вода упала, ребят. О, я же говорил, ломается лед. Вон. Где-то сантиметров 50, наверное, вода уже упала с прошлого раза. Большая разница. Что-то майна, где вот мы воду набрали. Вон там везде вода. Ну, лед ломается, вода поднимается. Сегодня будем пробовать на повороте порыбачить. А сейчас, наверное, с утреца я возьму оружие и пройдемся по тайге. Хочется побродить. Ну, где-то километр 3, наверное, у меня. 3 километра, кружок такой, ну, небольшой. То за пару часов мы сходим, проверим капканы и затоплю. Потом уже, наверное, позже затоплю печку. Приготовим еду. Позавтракаем, пообедаем, все вместе получится. Вот так. Лес меняется, ребят, смотрите, лес меняется. Каждый приезд что-то все по-другому. Вот в прошлый раз меньше снега было, как я помню. Сейчас уже все висит, вот смотрите, все, лес засыпает. Сейчас такой декабрь, мертвый сезон, декабрь. И считается у охотников, что вообще, в принципе, в декабре трогать тайгу не надо. Так раньше, вот деды, прадеды вот так соблюдали такое вот. Мало ходили в тайгу. Сейчас день короткий, 3 часа уже, после 3 уже темнеет. Мало что успеваешь. Вот, этот уже банку где-то достал. И все время поднимает всякий мусор. Хотя мусор у меня в яме там в куче. Лисы также поднимаю еще. Но это ерунда, это... Конечно, он молодой, прыгает туда-сюда, скачет. Как красивая елка там новогодняя. Можно в Сыктывкар везти. Он как красиво, аккуратно он растет. Ровно. О. От земли до кончика. Вершинки там все ровно такой. И высота где-то 30 метров, наверное. 30, может, громко сказано, 30, это я чуть-чуть переборщил на... Ну... Так, 4, так, 12, ну, метров 20 есть. 20. Все, сейчас выгружу все вещи и пойдем к тайгу. Вот так. О, печка, железная печка. Сейчас стоит темно тут у меня. О, хорошечно. Раньше придешь там, блин, ну, надо греть печку, а сейчас буржуйку как затопим, все четко получится, ребят, у нас. Все, выдвигаемся, ребята. Я прикрепил Айде видеокамеру. Не знаю, уже на бок как-то скосился, но просили, как пусть Айда поснимает. Вон, камера, короче, косо стоит, но не знаю, крепление такое слабенькое у меня получилось или нет. Ну пусть висит, снимает, посмотрим дома. Если за какой-нибудь сучок не останется. Собаки, конечно, активные, двигаются. И не знаю, что получится там. Самое главное, что он не ровно висит. Ну, камера чуть вес есть у камеры и тянет в бок. Так. И теплую одежду скинул себе. Так. По легкому оделся, топор взял, приладу, ружье и этот рюкзак. Даже чай не попил. Быстренько сходим, посмотрим и там уже будем разбираться. Чай, еда. Айда. Он как быстро бегает. И камера болтается. Надо как-то жестко, чтобы вот он стоял. Не знаю. Может, что-то я неправильно сделал. Может, крепление чуть-чуть подтянуть надо. Поглядим.
Пусть бегает пока так. У них у куницы до такой степени чувствует где-то запах до 500 метров, наверное. Потому что один знакомый охотник, конечно, он уже умер, с Троицка. Володя звали. И он мне, он всю жизнь штатным охотником тоже работал. И промышлял очень много. Он, блин, валяется с камерой в снегу. И да. И он говорил, он задал, Миновачан, блин, камеру сломаешь. И он говорил, что на капкан, говорят, прямо. Я по следам, говорит, пошел 500 метров, он чисто на капкан пришел, куница. По запаху видно. Бешено бегаешь, блин. Спокойно не можешь ходить, когда снимаешь. Вот так резвятся собаки. Вот я здесь ходил прошлый раз. Уже у меня следов нет вообще. Намело. Снег выпал. Хорошо, ветра нету. Просто иду, отдыхаю. Скоро уже придется лыжи одевать. Ну, следующую охоту, наверное, этой неделе снег еще будет. И уже на лыжах будем ходить. Мама, не говорю, через кусты он бегает, она бегает. Камера на нем. Блин. Ну пусть снимает. Разок попробуем, что получится. У вас когда-нибудь было такое, что на глазах упало и не находите? У меня сейчас упал патрон. Я с патронника вынул патрон и нечаянно я уронил. И, короче, вот сюда он упал и не могу найти. Вот это да. Какое кино получается. В ствол попал снег. Я продул там. Ну, и перед тем как продуть, я вытащил патрон. И хрен его знает, куда-то вот сюда упал и все. Свищи. Нет, не могу найти. Буквально вот здесь вот такая тык, упал и все. Уже до земли выкопал. Патронник пустой там. Тулан прискакал. Уйди, Ченло. Вот это да. Сейчас поищу еще, может найду, но вряд ли. Один раз так уже потерял нож. Было дело такое. Главное, вот куда-то бы отлетело, вот прям под ноги упало вот сюда и все. Вот он, ребята, вон. Короче, я первый раз, когда я снег убрал, у меня видно со снегом патрон ушел. Вон он. Вон патрон нашел. И сейчас уже потихоньку начал, как поисковики, вот так начал снег убирать потихоньку и нашел. Так, бывает такое, блин, на ровном месте. Я уже снял видеокамеру, на аккумулятор там подсел у Айды. Тулан сидит. Тулан. Айда куда-то придет, побежит. Тулан никуда. Мне интересно. Да, были бы лоси, за лосем бы он побежал. За лосем бы он побежал. Это стопудово. А за другими птицами он мало куда он бежит. Так, ладно, сейчас опять зарядим этот патрон. Ну, в ствол, когда я снимал камеру, в ствол попал этот снег. Ну и начал там, короче, я как бы на рукой не получается. Так, ладно, сейчас попробуем по-новому.
Патронники. Так, все туго. Но значит, мороза чуть-чуть боится. Все туго ходит. Смазки зимой, чтобы вообще не было. Ни капельки. Не стараюсь смазывать зимний период. Ну тут уже у меня еще патроны вот обычные, полуоболочка и оболочка. Ну, что под руку попало, там зарядил. Вот так. Две фиксатора тут с двух сторон зажимает магазин, чтобы не потерять. Морозы пошли у нас. Смотрите, все ярко, солнечно. Сейчас здесь еще пройду. Ну, тут у меня тупик и два капкана еще тут. И обратно по пути по своей тропинке пойду. И в другую сторону пойдем. А там выйдем на дорогу. Думаю, еще успеем, да. Еще светло будет, солнечно. Пару фотографий, может, сделаю. Вот так. А я эту видеокамеру сейчас уберу в рюкзак. Да, Таран? Узкоглазый. Ничего тут у меня вкусного нету. Ни вам, ни себе я ничего не взял. Да. Сейчас уберем видеокамеру. Да. Рюкзак уберем. И идем дальше. Вот так, пока пустые. Пока пустые. Пока куница выигрывает. Главное, есть они ходят. В этом году их много. Есть и куницы. Много это, скажем, на одном путике, если 2 штуки бегают, это уже много. Это уже нормально. Где-то, не помню, за один раз как-то у меня попалось тут 3 штуки, наверное. А в основном 1-2 штуки так. Так, ладно, пойдем.